О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Бесконечная работа в Алдании, борьба со снегом ведется большую часть года. Сугробы там достигают в высоту метр и больше. Как найти средства на своевременный вывоз снега? Спорт для всех. Работу с особенными детьми учреждения Якутска обсудили на семинаре-практикуме. Почему инклюзивное образование так необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья? День российской науки отмечается сегодня. Институт физико-технических проблем Севера распахнул свои двери для учащихся столичных школ. Квадромир в Ленске. Ребятам из военно-патриотических клубов педагоги и боец спецоперации рассказали о дронах и их значимости в наше время. Силы и упорство им не занимать. Сборная Якутии по боксу среди девушек в Нерюнгринском районе готовится к предстоящему первенству и чемпионату Дальнего Востока. Владимир Путин обсудил с правительством развитие авиаперевоза. Глава государства отметил, что в прошлом году отечественный авиатранспорт перевез свыше 105 миллионов пассажиров, что на 10% больше, чем годом ранее. Президент также заявил, что российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности, быть глобально конкурентными. Путин подчеркнул, что самолеты нужны авиации, нашим гражданам, экономике, и добавил, что рассчитывает на эффективную совместную работу правительства, Ростеха, авиастроителей, а также финансовых структур. В Госсобрании Илтумен обсудили ход реализации госпрограммы развития транспортного комплекса Якутии за прошлый год. Так, в 2023 году привели в нормативное состояние более 430 километров автомобильных дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обеспечена укладка верхнего слоя дорожного полотна на 300 километрах дорог. Сегодня Якутия лидер по Дальнему Востоку по укладке верхнего дорожного покрытия. Кроме этого, завершился ремонт проспекта Ленина и улицы Пояркова в Якутске. Введены подъездные дороги к детскому туберкулезному санаторию и станции переливания крови. Построено 3 мостовых перехода через реки Минкюлю, Томпорук и Нюя. Были заданы вопросы непосредственно по республиканским дорогам, по ремонту, как они будут дальше эксплуатироваться. Были заданы вопросы по речному флоту, были заданы вопросы по автозимникам, были даже заданы вопросы, кто обслуживает и непосредственно делает нашу переправу через реку Лену между городом Якутском и Бестяхом. В Алдании борьба со снегом ведется большую часть года. Там его выпадает до метра, а средств в бюджете на расчистку дорог от снежного покрова и его вывоз за пределы города катастрофически не хватает. В проблеме разбирался Руслан Павлов. Максимальная высота снежного покрова в городе Якутске в зимний период едва достигает 27 сантиметров. А, например, в Алдане снега в 3 раза больше, и к весне алданцы сталкиваются с кучами выше своего роста. При этом снег в Южной Якутии лежит 8 месяцев, и все это время городским службам приходится счищать его с дорог и вывозить за пределы населенного пункта. Денег, как всегда, на дороге не хватает. Мы живем в зиме. 9 месяцев зима, 2 месяца лето. Денег напряженно, но они мне выданы депутатским корпусом. Защищена смета, проведен аукцион. Расходы бюджета на содержание дорог в муниципальном поселении город Алдан в год составляют 73,5 миллиона рублей. Из них 3/4 уходят на уборку и вывоз снега. При этом методика расчета тарифа по этой статье в республике едина. Неважно, сколько снега насыпало, метр или 1/10 его часть. Есть методика расчета, она действующая. Она принята верхом, утверждены нормативы. Пока вопрос о том, чтобы увеличить на снежные на районы финансирования, нет. Пока местные градоначальники тщетно пытаются доказать необходимость увеличения финансирования по данной статье, а имеющиеся средства растянуть на 230 дней со снегом, алданцы жалуются на состояние дорог и тротуаров в зимний период и не только. Потому что очень много недочетов, в основном касающихся простой жизни людей, чистки дорог, предоставления коммунальных услуг во всей сфере деятельности. Абсолютно. Поэтому есть очень много вопросов. Все претензии, в том числе и по содержанию дорог, население города и района может высказать правительству республики, отчеты которого начинаются в районе с 12 февраля. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан.
По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом Владимиром Путиным, в прошлом году якутские предприниматели получили почти 68 миллионов рублей на развитие инфраструктуры туризма. По итогам конкурсных отборов были отобраны 57 предпринимательских инициатив. Например, семья Скрябиных получила грант 1 миллион 600 тысяч рублей на покупку туристического оборудования. Предприниматель сообщил, что на средства гранта уже приобретено зимнее снаряжение для активного отдыха, палатки, раскладушки, стулья и многое другое. В общей сложности за 5 лет предприниматели в Якутии получили более 405 миллионов рублей господдержки от Федерального центра на развитие туристической отрасли. Минпромгеология республики вместе с компаниями разработала стратегию развития легкой промышленности до 2029 года. За это время объем производства превысит 300 миллионов рублей в год. Основные задачи новой стратегии – развитие местного производства и спроса за счет обновления оборудования, расширения рынка сбыта во взаимодействии с крупными компаниями в сочетании с мерами господдержки. Участники могут получить займ от регионального и федерального фонда промышленности на сумму до 2 миллиардов рублей, а также субсидии на создание местной продукции, гранты на поддержку малого и среднего бизнеса. Айсен Николаев высоко оценил деятельность компании «ЕТЭК». Глава Якутии подробно знакомился с работой компании, рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности. В ходе встречи генеральный директор ЕТЭК отчитался о проделанной работе за последние 3 года. Компания совместно с правительством реализует масштабную программу по социально-экономическому развитию республики. В дальнейшем ЕТЭК планирует ввести крупные объекты. По итогам совещания Айсен Николаев высоко оценил работу компании, а в конце встречи дал поручение реализовать в срок поставленные задачи. Мы обсудили наши проекты развития, не только глобальные, которые, эта повестка давно уже всем известна, но и локальные проекты по модернизации нашей площадки производственной. В первую очередь обеспечение экологической и технической безопасности. В общем, я бы оценил встречу как очень положительную для нас. Идем далее. Инклюзивное образование для учреждений Якутска обсудили на семинаре-практикуме. Рассмотрены вопросы внедрения инклюзии в школах и детских садах. Обсуждались проблемы и пути их решения. А завершился день спортивными соревнованиями «Спорт для всех». Почему инклюзивное образование так необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья, расскажет Александр Хавренко. Одной из лучших форм социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является спорт. Уже 13-й раз в Якутске проводятся спортивно-развлекательные соревнования «Спорт для всех», в которых принимают участие команды, в которые входят как здоровые дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. И этот проект 13 лет уже реализуется совместно с Управлением социальной защиты населения. И очень отрадно видеть, что наш этот проект сейчас мы показываем на уровне города как один из позитивных и интересных форм работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Что наши дети, наши руководители, педагоги, которые работают с детьми с особыми потребностями, уже всегда традиционно ждут этот праздник спорта, творчества. В этом году в соревнованиях приняли участие 6 команд. Многие из детей пришли уже не в первый раз, и по признанию родителей, они каждый год с нетерпением ждут дня, когда смогут встретиться со своими друзьями и весело провести время. Дети занимаются, участвуют уже 2-й год. В прошлом году занимались и в этом году участвовали. Но спорт очень полезен для детей. Они становятся быстрее, сильнее, развиваются. В подобных соревнованиях победа команды не стоит на первом месте. Главная задача – это помочь детям с ограниченными возможностями влиться в коллектив, проявить себя. А здоровых детей научить принимать в своей команде и жизни тех, кто передвигается на коляске или слышит при помощи специального аппарата. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В День российской науки ученые Якутии получили государственные награды. Айсен Николаев от имени руководства региона и от себя лично поздравил собравшихся исследователей с профессиональным праздником. Всего наградили более 10 ученых благодарственными письмами, знаками отличия, гражданская доблесть, званиями «Заслуженный деятель республики» и другими наградами.
Айсан Николаев отметил, что в Якутии в рамках объявленного десятилетия науки и технологий в России проводится большая работа. Планируется множество инновационных проектов по поручению президента Владимира Путина, в том числе строительство довузовского кампуса, учебно-лабораторного корпуса и создание научно-технологического класса «Ленский край». Мне очень приятно получить госпремию для молодых ученых имени Владимира Петровича Ларионова за цикл работ в области фундаментальных и прикладных исследований по сохранению, ревитализации, развитию языков коренных народов Севера и Арктики. Как никогда сейчас и на федеральном уровне, и на региональном уровне уделяется огромное внимание поддержке повышения научного потенциала молодых ученых. Получение патентов, написание научных работ, создание нового диссертационного совета и многое другое. Все это сделано в сфере науки в прошедшем году в Северо-Восточном федеральном университете. Итоги работы обсудила научная общественность вуза. За 23 год провели порядка 170 мероприятий. Все они были направлены на привлечение школьников, молодых исследователей в научную среду. Мы за 23 год привлекли рекордную сумму финансирования по научно-исследовательским разработкам. В целом у нас есть 2 проекта. Впервые мы выиграли Российского научного фонда по крупным мероприятиям, такие как проведение научных исследований лабораториями мирового уровня. В День российской науки по традиции в институтах и вузах проходит много научно-популярных мероприятий. Так, Институт физико-технических проблем Севера имени Владимира Ларионова распахнул свои двери для учащихся столичных школ. Подробнее в материале Даяны Федоровой. Историческая дата связана с образованием в России Академии наук по указу Петра I в 1724 году. За 300 лет ученые открыли новые горизонты и внесли огромный вклад в развитие науки. Ежегодно День науки проводится с целью популяризации достижений и формирования интереса к научному поиску, в том числе у школьников. День российской науки для нас, представителей научного сообщества республики, очень важен и имеет огромное значение. В этом году у нас исполняется Якутскому научному центру 75 лет со дня основания и 300 лет со дня основания Российской академии наук. С 8 января начали проводить акцию «Ни дня без науки», которая посвящена памяти первого академика Российской академии наук из народа Саха Владимира Петровича Ларионова. Специально для старшеклассников 4 столичных школ специалисты провели экскурсию по научным подразделениям и направлениям института, в том числе по отделению материаловедения. С помощью высокотехнологичного оборудования они показали, как определять металлы и сплавы. Мы узнали о составе 5-рублевой монеты, 10-рублевой монете. Так, например, в 5-рублевке находится 26% никеля. Из-за этого покрытие не стирается. И также мы узнали о аппарате 93-го года. Я хочу стать инженером, именно поэтому здесь мне было вообще интересно, больше, так сказать, больше, чем моим одноклассникам. Напомним, указом президента России Владимиром Путиным периоды с 2022 по 2031 годы объявлены декадой науки и технологий Российской Федерации. Каждый день тысячи научных специалистов открывают немало дверей в невозможное. Кто знает, может быть, среди этих школьников есть будущие ученые и научные специалисты, которые уже сегодня строят наше завтра. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Школьников в науку в Якутске провели круглый стол на тему «Школьники в науке и технологиях». Начав проект в прошлом году, главная его цель – популяризация исследовательских проектов школьников, формирование в обществе положительного имиджа школьников-исследователей, рассказывает Тимур Колмогоров. В стенах одного из кабинетов смарт-библиотеки собрались самые разные люди. От школьников и учителей до ученых. Все они связаны одним делом – научной деятельностью. В Якутске проходят различные научно-практические мероприятия, но главной проблемой остается будущая реализация работ на практике. И в основном они так и останавливаются на стадии теории.
основном задача нашего круглого стола – это обсуждение проекта «Школьники в науке и в технологиях». Как нам сделать лучшим образом, чтобы общественность знала об школьниках-исследователях, и вообще в целом как о науке, о привлекательной деятельности человека. Как нам это сделать, И сегодня мы слушаем мнение школьников и представителей СМИ. Проект «Школьники в науке и технологиях» был разработан в 2023 году. За это время в его рамках было создано несколько выпусков, освещающие в деталях научные работы школьников, их достижения в различных конференциях. Это была идея Северо-Восточного федерального университета, пресс-центра, совместно с Малой академией наук. Сначала это была как мечта, потом эту идею поддержали, и мы сняли 3 выпуска. Это герои, наши ребята, победители всероссийских конкурсов, международных конкурсов. И сегодня, в День российской науки, мы решили презентовать. Виталий Скрабин начал свою научную деятельность в 6 классе с созданием проекта тактильного музея для слабовидящих людей. В дальнейшем он обзавелся целой командой, что помогает ему успешно реализовывать свой проект на практике. Главное именно то, что если есть поддержка со стороны родителей, то, в принципе, можно и все реализовать. Главное – это иметь мотивацию для создания и продвижения проекта дальше исследовательского периода, когда собирается вся необходимая информация, то есть именно довести дело до конца, чтобы не забрасывать на полпути, когда уже собрана вся информация, подготовлена база данных, разработаны методики работы, технологии, а именно довести это дело до реализации. То есть для этого нужна поддержка. По окончанию круглого стола проект будет запущен в работу, в рамках которого планируется расширение показа выпусков на региональный уровень. Тимур Калмогоров, Иван Саракаумов, Якутск. Другим темам – провести отбор и сформировать селекционное ядро из не менее 150 голов собак, в том числе 15 кобелей и 135 сук. Такова одна из задач возрождения якутской охотничьей лайки. Эти и другие вопросы, связанные с разведением якутской породы собак, рассмотрели в здании регионального парламента. Сейчас возрождением якутской охотничьей лайки занимаются исключительно энтузиасты. Благодаря им разработан 5-летний план, но в связи с отсутствием финансирования и республиканского закона о сохранении данного типа собак работа не продвигается. До этого мы экспедиции проводили 2018-2019, там было осмотрено более 250 собак. Вывели есть очень хорошие поголовье, в великой группе лус очень хорошие поголовье. И некоторых собак мы сюда в город привезли для скрещивания. И они уже дают потомство. Уже мы работаем, давно работаем над этим. Потомство дают, собаки хорошие, и нужно их испытывать рабочие качества. Бывают династии педагогов, строителей и медиков, а еще есть семьи пожарных. Одна из них живет и работает в селе Хатасы. Отец семейства Алексей Конечников – самый опытный водитель пожарной части. За его плечами 20 лет трудового стажа. Алексей Егорович с молодости относится к своей работе ответственно. Наверное, поэтому его племянник Аял и родная дочь Сардана пошли по его стопам. Так, Аял работает в карауле, а Сардана окончила СВФУ по специальности и трудится в МЧС. Работает инструктором по профилактике пожарной безопасности. У нас личный состав состоит из 17 человек, и я одна девушка. Работать в мужском коллективе бывает сложно, но мне нравится, потому что у меня тут отец работает, подает пример. Моя работа – это профилактика населения. В прошлом году мы обошли 845 частных домов и 25 многоквартирных домов, 243 квартиры. Квадромир в Ленске. Ребятам из военно-патриотических клубов педагоги и боец спецоперации рассказали о дронах и их значимости в наше время. Отметим, что с этого года в Центре доп. Образования СРГ открылось новое направление. Школьников учат управлять беспилотниками. Продолжит Светлана Болеева.
Военно-патриотическое мероприятие проходит впервые. Организовано оно было педагогами дополнительного образования. Они подготовили для ребят интересную программу. Школьникам рассказали о дронах, видах квадрокоптерах и их значении и роли в нашей жизни. Также продемонстрировали видеоролик на тему дроны военной промышленности и в действии на СВО. Цена FPV-дронов – десятки тысяч рублей. Но это ничто, если сравнивать со стоимостью цели. Вот пример. На этой вышке установлена камера с мощной оптикой, направленной в сторону Донецка. Противник использовал ее для корректировки ударов по городу, но тут вмешались операторы FPV-дронов, и камеры не стало. На интересующие вопросы ребят после видеоролика ответил участник специальной военной операции с позывным «Пиксель». Молодой человек сейчас находится в 2-недельном отпуске. Он с радостью принял участие в мероприятии. Мобилизован он был в прошлом году. Там, в зоне СВО, парень служит наводчиком в минометной батарее. С дронами, рассказывает, приходится встречаться очень часто. Этот современный беспилотный летательный аппарат стал одним из лучших оружий. Их интересовала большая часть, какие ощущения ты испытываешь при том моменте, когда они прилетают. Сейчас, да, они очень, очень значимы, потому что без них трудно. Благодаря этому мероприятию школьники, признаются, узнали больше о квадрокоптерах и дронах. У многих появилось желание научиться им управлять. Мероприятие, оно очень яркое, очень оставило такое приятное впечатление. Особенно очень было интересно, когда вы запускали самих дронов. Я вообще с звездочками в глазах, наверное, смотрела на это. Для меня это прям очень здорово, и я, наверное, хотела бы обучиться на нем. С начала этого учебного года на базе Центра дополнительного образования СРГ работает кружок «Квадрокоптинг». Его руководитель, он же один из авторов проекта «Квадромир», Урал Мавлеткулов, учит ребят управлять беспилотными летательными аппаратами. Вот сегодня провели такое мероприятие, после чего руководители военно-патриотических клубов, они выберут сами 4 участников с каждого клуба, и они будут проходить курсы пилотирования. То есть они научатся основам управления, настройки и программирования. Занятия начнутся уже со следующей недели. В конце года для обучающихся кружка педагог планирует провести соревнования с прохождением полосы препятствий. Проект «Квадромир» Урала Мавлеткулова и Евгения Дуплинской, заместитель руководителя СРГ, выиграл районный грантовый конкурс и получил средства на реализацию идеи. Благодаря этому появилась возможность увеличить охват ребят, посещающих кружок. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Далее о спорте. В Якутии готовятся к 75-летию первого олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. О ходе реализации юбилейных мероприятий речь шла на совещании вице-премьера Сергея Местникова. Так, в Жиганском районе этот год объявлен годом 75-летия Романа Дмитриева. Этнокультурный центр Жиганского района готовит спектакль о жизни великого спортсмена. В Якутске продолжаются ремонтные работы по благоустройству набережной имени Романа Дмитриева. Ее протяженность превышает 1 километр. В училище Олимпийского резерва имени Дмитриева также планируют ремонтные работы. Тем временем в Нерюнгринском районе сборная Якутии по боксу среди девушек и юниорок готовится к предстоящему первенству и чемпионату Дальнего Востока в городе Улан-Удэ. На тренировках спортсменок побывали наши коллеги. В середине января с первенства республики по боксу среди девушек и юниорок серебряную медаль в Нерюнгринский район привезла Ксения Шамраева, воспитанница спортивной школы «Лидер». Кроме заслуженного восхода на пьедестал победителей, Ксения стала частью сборной команды Якутии по боксу для участия в международных спортивных играх «Дети Азии». Я занимаюсь 4-5 раз в неделю. Иду с удовольствием каждый раз. Сегодня в родном зале Ксении проходят женские сборы по подготовке к первенству ДФО. Очень хорошие сборы. Вся программа была выполнена. И отдых, все было организовано. Все благодаря старшему тренеру Васильевой Оксане Владимировне. 10 спортсменок под руководством заслуженного мастера спорта Оксаны Васильевой тренируются по 2 раза в день. У нас еще большая работа до лета, конечно. У нас еще отберутся на Дальнем Востоке. Они должны 1-2 место выигрывать путевку в Россию, на первенство России. И мы будем готовиться, после Дальнего Востока у нас будет подготовка к России. Первенство России проходит. И еще будем дальше готовиться к детям Азии. Силы и упорство у девочек не занимать. Так было с первых дней, как они пришли в этот спорт. Сперва я просто зашла. Просто интересно было, но потом уже началось все
республика, ДФО. Впереди у девушек первенство ДФО и России и международное спортивное событие «Дети Азии». А это значит, что сегодня у спортсменок много работы для своей главной цели – победы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.